Салям алейкум, в эфире АТР, программа «Истихамет. Направление». Сегодня мы говорим про принуждение и о том, как религия относится к этому явлению в этом вопросе. Разобраться в этих вопросах мне поможет муфтий Крыма Айдер Бейрустемов. Салям алейкум, хош келдіңіз. Салям рахматуллахи баракатух. Говоря о принуждении, мы знаем, что в исламе принуждения нет. Если человек верит, он верит, если нет, он не верит. Принуждать человека нельзя. Человек сам осознанно должен прийти к исламу и соблюдать каноны ислама. Если говорить про это, наверное, одной из особенностей, которая отличает ислам, является именно это, что в исламе нет принуждения. Как религия определяет понятие принуждения, как ученые к этому относятся, к этому явлению? أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Во-первых, необходимо определить само слово или тот термин, который употребляется в данном случае, поскольку у нас всегда идет привязка к Корану, к сунне пророка, саллаллаху. В арабском языке это слово «икра». «Икра». Действительно, как вы и заметили, нет принуждения в религии. Аллах Субхану Тааля в суре Бакара говорит «Ля икраха фиддин». Нет принуждения в религии. И на этот счет есть очень много аятов. Вот ученые как ему подходят к этому определению, что объясняют под понятием принуждения? Икра в языковом его значении. Что означает слово икра? Икра это означает подтолкнуть человека к совершению того действия, которого он не хочет. С точки же зрения именно термина, то есть именно вот в исламском праве, как это определяется это слово, существуют разные определения, но смысл их приблизительно одинаковый. И если обобщать эти определения, то это будет звучать так. Это подталкивание, вынуждение человека совершить без его доброй воли, без его желания того поступка, который бы он не совершил бы. Нежелательный поступок. Как я сказал, заставление, вынуждение человека совершить такой поступок без его желания, без его выбора, который бы он без этого воздействия не совершил. Вы говорите про выбор. Есть понятие выбор, есть согласие. В чем отличие этих понятий? Потому что когда человека принуждают, у него есть выбор согласиться или же отказаться. Как религия объясняет эти понятия? Да, совершенно верно. Арабский, опять же, то есть эта терминология очень важна. Слово «выбор», что у нас по-арабски, это «ихтияр». Выбор и согласие или добрая воля – это синонимичный ряд. Рида, кстати, в нашем крымско-татарском языке это тоже слово присутствует. Риза. Риза – довольство. То есть довольство – это присутствие воли человека, желания человека совершить этот поступок. А выбор – это уже непосредственно, то есть человек может не обладать, человек может быть лишен этой доброй воли, но он может быть не лишен выбора. И вот тут тонкая грань есть, которая, в принципе, и в дальнейшем она отражается на градации, классификации видов принуждений. То есть того, какие принуждения существуют. Ну, какие можно выделить виды принуждений? Потому что их, наверное, много. Могли бы объяснить, чтобы люди, зрители наши поняли, каким образом людей могут принуждать и какие классификации могут быть. Да, принуждение ученые делят на такие виды, как принуждение полное, там, или крахут там, или еще называют этот вид принуждения обязывающий, то есть принуждение обязывающее, обязательное, если так можно выразиться, и принуждение
не полное, то есть не обязывающее. Какая разница между этими видами Может, какие-то принуждения? критерии есть, по которым можно определить? Полное принуждение – это такое принуждение, при котором человек, если не совершит тот поступок, которого принуждает, будет нанесен вред его имуществу, либо угрожает, есть угроза его жизни. Полная или частичная? То есть угроза жизни, угроза имуществу. Что же касается принуждения неполного, там уже не может идти речь об этом. То есть это речь не идет об угрозе жизни или угрозе имущества. Это может быть угроза, допустим, ударить, угроза посадить в тюрьму и так далее. Расправы какой-то. Ну, да, приблизительно такое разграничение. Если же говорить про конкретные примеры, говоря о принуждении, светское государство, везде есть армия. Люди спокойно, вот при Украине, когда Крым был в составе Украины, люди ходили в армию, их не привлекали к каким-либо боевым действиям. Мы сейчас знаем, что Крым находится под контролем России, под оккупацией, поэтому крымчан, крымских татар, мусульман забирают в российскую армию. И мы знаем, где российская армия сейчас воюет. Это восток Украины, это Сирия, может быть, это могут другие государства. Конфликтов много сейчас. Что делать этим людям? Является принуждение, когда их отправляют на войну убивать мусульман? То же самое, если говорить про Сирию. Что они должны делать? Мы ушли далеко вперед. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо полностью разложить по полочкам критерии. То есть какие существуют критерии или условия, давайте вернемся к критериям, или потом требования. продолжим. Да. Но я могу ответить на этот вопрос. То есть это однозначно нельзя, потому что если принуждают человека к действиям, которые в основе законодатель, то есть Всевышний Аллах, Субхану Тааля, запрещает, то категорически нельзя, даже если человека принуждает к этому, совершать этот поступок. Что он должен делать в этом случае? Он должен отказаться это делать. Он не должен это делать, поскольку он понесет ответственность за этот поступок. Он должен это четко осознавать. То есть, если вынуждают человека, если принуждают человека погубить душу или совершить другой поступок, который в основе запрещен, то есть ему запрещено это делать. То есть он не может себя оправдать тем, что он принужден. Вот это важно понимать. Но люди то же самое, когда они военнообязанные, перед ними есть приказы, есть начальник, который дает им команду, что вот нужно нападать, нужно убивать. В этом случае что делать? Им не отказываться, приказ. не выполнять приказ. Не выполнять приказ, да. Вы говорили про критерии. Давайте вернемся к этим критериям. Объясните, как можно все это разложить, чтобы зрители тоже поняли. Что касается критерий, ученые перечисляют множество таких критерий и условий. На самом деле некоторые из них очевидны и понятны. Некоторые требуют разъяснения. И я бы их разделил на определенные блоки. То есть для того, чтобы информация, которой мы поделимся сейчас с телезрителями, чтобы она усваивалась легче и была понятна. Для начала определим ряд понятий, с которыми связаны эти требования. Если мы говорим о принуждении, то есть та сторона, которая принуждает. Есть та сторона, которую принуждают. Есть угроза, посредством которой принуждают. Есть действие, которому принуждают. Разные точки соприкосновения такие, да? Да, да. И вот, в принципе, все требования, которые приводят исламские ученые, они связаны вот с одной из 4 категорий, которые я сейчас упомянул и привел. Итак, если мы будем говорить о той стороне, которая принуждает, то ученые установили такой критерий, как
наличие действительной силы привести в исполнение то, чем та сторона, которая хочет принудить человека. Что действительно намерение, не просто угроза. Да, действительно намерение, да. Что эта сторона, она действительно способна выполнить. Осуществимые такие, да? Да, осуществить. Что касается именно той стороны, которая принуждает, здесь установлен только один единственный критерий. То есть это наличие действительной силы. Что же касается той стороны, которую принуждают, то здесь 3 условия приводят ученые. Первое условие – это тот, кого принуждает, он должен быть наверняка, сказать убежден, наверное, неправильно, потому что есть термин такой тонкий в исламском праве, как галабатудван. Галабатудван, то есть он должен не то что предполагать, а быть уверенным, то есть он должен быть близким к этому. То есть он должен считать наверняка, что эта угроза, которая направлена в его адрес, она действительно и осуществима. Если у него нет этой уверенности, то есть, и у него есть сомнение, что та угроза, которая в его адрес направлена, она может быть и неосуществима, то уже, получается, выпадает один критерий. То есть это уже может считаться не принуждением. То есть важно понимать каждое это условие, каждый этот критерий, для того, чтобы человек понял, будет ли у него оправдание перед Всевышним или не будет. То есть подпадает он в правовое поле, которое в исламском праве называется принуждение, или не подпадает. Поэтому очень важно понять каждый этот критерий, каждый этот принцип. Также, если говорить о той стороне, которую принуждают, здесь приводятся еще 2 условия. Одно из этих условий, что эта сторона, она не должна совершать то действие, которому принуждают ее, в принципе, до этого. То есть это не должно быть тем действием, которое бы эта сторона совершала бы и так в прошлом. Ну, это, в принципе, критерий, он очевидный и так. Это просто закрывается форточка для того, чтобы люди не находили себе какие-то оправдания. Это понятно? Да, да. Принужденная сторона не должна противоречить, совершить больше или меньше того, к чему ее принуждают. Что это означает? Это означает, что если принужденная сторона в принципе может манипулировать как-то, да, что-то сделать, что-то не сделать и так далее, то есть отсюда вытекает, что в принципе, то есть эта сторона, она не принуждена. То есть у нее есть выбор таки. То есть вывод такой напрашивается. Поэтому ставится такое ограничение или такой критерий. То есть так мы привели 3, получается, критерия касательно той стороны, которую принуждают. Да. Теперь идем дальше. Само принуждаемое действие, то, к чему принуждает, то есть мы говорили, да? То есть какие критерии касательно именно этой категории. Тут установлен такой критерий, как что совершение этого действия, которому принуждают, он должен повлечь впоследствии избавление от угрозы. То есть если это не приводит, то есть должна быть определенная полная гарантия. Потому что если человека принуждают к чему-либо, если он это выполнит, то угроза, которая над ним висит, она аннулируется. Если же это не обеспечивается или это отсутствует, то стало быть, это уже не есть правовое поле принуждения, о котором мы сейчас говорим, с точки зрения именно исламского права. Само принуждаемое действие, оно должно предполагать то, что не угодно законодателю, то есть Всевышнему Аллаху. Угроза жизни, угроза имуществу и так далее. То
То есть все, что относится к тому, что не угодно, если обобщать, не угодно Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И последний критерий в этой категории – само принуждаемое действие, оно должно быть чем-то конкретным. Конкретным. В некоторых даже правовых школах подчеркивается нечто определенным одним. Вот. Но я бы сказал так, конкретным. То есть это не должно быть чем-то таким расплывчатым и непонятным. Где есть выбор какой-то. Да, опять же, то есть для чего эти все критерии устанавливаются? Для того, чтобы у человека не было возможности увильнуть у того, у кого есть такое желание. Таким образом, мы разобрали еще 3 критерия, касающиеся действия, которое он принуждает. И теперь угроза. Угроза, посредством которой принуждают к тому или иному действию. То есть сама эта угроза должна быть более опасна или более вредоносна, чем то действие, к которому принуждает человека. Ну, соразмерность нужно понимать. Да, соразмерность, да. Мысль понятна, я думаю, да. То есть угроза сама, посредством которой давят на человека. Если ты не сделаешь то-то, 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 то мы сделаем то-то, то-то, то-то. То есть второе, оно должно быть более опасно, более вредоносно, чем первое. Нежели те, к которому принуждают. Да. Второй критерий, оно должно быть, эта угроза должна быть не чем-то будущим, что если ты не сделаешь, то мы, возможно, в будущем сделаем так-то, так-то, так-то. Чем-то абстрактным, непонятным, то есть неопределенным во времени, имеется в виду. Да? То есть оно должно быть, как отмечает, опять же, исламские ученые, установленным во времени. То есть оно должно быть... Угроза должна... Любая, в принципе, угроза, она, потому что иначе время не будет угрозы. Да, время. Да. То есть если ты не сделаешь, то мы непременно вот сейчас, еще минуту или завтра, послезавтра, да, мы сделаем то-то. Такое ограничение ставят исламские ученые. И последний критерий. Сама угроза, это, в принципе, критерий, он и так понятно, очевидно, не должна содержать или предполагать то право, посредством которого того, которого принуждают, то есть правом того, кого принуждают. Ну, это очевидно, в принципе. То есть это очевидный критерий и очевидный принцип. Итого мы перечислили, то есть 10 критериев. Но эти критерии очень важно понимать. Опять же, я подчеркиваю, для чего? Для того, чтобы у мусульман, для того, чтобы правильно дать оценку сложившейся ситуации, не было оправдания, то есть не было форточек определенных. Вот мы говорили о принуждении, мы вспоминали те случаи, когда мусульман отправляют на войну, воевать против мусульман. Если же вспомнить из истории со времен пророков, в этих случаях что тогда пророки советовали, что тогда делали, когда мусульман отправляли воевать против мусульман? Я не припомню такого случая из жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы это было. Я припомню случай непосредственно, был аят, который был ниспослан. Он был связан с Аммаром, ради Аллаху анху, которого в мекканский период язычники курайшиты издевались над ним и заставляли, принуждали сказать слово неверие. То есть высказаться плохо о пророке Мухаммаде. О том, что он не верит в пророка Мухаммада, не верит в единственность Аллаха и так далее. То есть они его пытали, издевались над ним.
И он под этим тиском, под этим давлением, он не выдержал и выронил все-таки это слово. Но он сожалел и раскаивался в этом. То есть, и он пришел и сообщил об этом посланнику Аллаха, саллаллаху. И по этому поводу был ниспослан известный аят, длинный аят, в котором говорится: «Илля ман укриха ва кальбуху мутмаиннун бил иман», где Аллах Субхану делает исключение. За исключением тех, которых принудили, вынудили, в то время как сердце было их спокойство, было спокойно в вере. То есть их сердце, оно никак не, их чувства никак не изменились. То есть их сердце оставалось полностью убежденным. То есть вера от этого... Несмотря на то сказанное. Да, несмотря на то, да. И более того, Пророк ﷺ сказал: если они вернутся к этому, то и ты вернись. То есть он даже ему дозволил для того, чтобы, опять же, тут идет явная угроза жизни. Явная угроза жизни. Но опять же, да, это касается сейчас непосредственно, конкретно слов веры, неверия, да, то есть, потому что тут разграничение все равно надо делать. То есть есть действия, относительно которых принуждение может служить оправданием человеку. То есть если это действие в основе дозволенное, как есть, пить, например, да, дозволено есть, пить. То есть если там принуждают человека к этому, то вообще проблем нет, да? Только надо выбирать, смотреть, действовать по другому принципу, который есть в исламе. То есть выбор наименьшего зла. Или же, если это действие, которое принуждает, оно дозволено с точки зрения ислама, в принципе, при острой необходимости, потому что мы знаем, что в исламском праве есть такое правило, которое гласит, что острая необходимость, она возводит запретное в категорию дозволенного. То есть и сюда относится употребление, например, вина. То есть если человеку нечего пить, да, жажда, когда. Жажда, да. И он умирает от жажды. Или человеку нечего есть. Он умирает от голода. Тогда в этом случае ему можно поесть свинину, можно поесть мертвечину, что в основе запрещено, но разрешено в случае сохранения такой жизни. Острой необходимости, да. То в таком случае у человека будет оправдание, да, он подходит под эту категорию. Вот мы говорили про армию, то же самое, когда юноши идут в армию, еда везде там свининой готовят, если так в открытую говорить, то в этом случае что делать этим ребятам? Есть, не есть? Что им нужно делать? Не есть, конечно. То есть если они могут жить и существовать без этого, а я убежден, что могут, потому что Пророк сам говорил: «Бихасби имриин люкайматин юкимна сульба». Достаточно человеку съесть несколько кусочков пищи, еды, немного, для того, чтобы его спина выпрямилась. До этого достаточно человеку. Я понимаю, что будет тяжело и так далее. Я понимаю, что это сложно. Но если человек способен, если человек живет, то ему это нельзя употреблять. Другое дело, что прежде чем идти в армию, да, в такие условия и так далее, что каждый здравомыслящий мусульманин, он должен взвесить все за и против, посмотреть, поискать альтернативы какие-то, возможно. Значит, не идти в заранее такую вот ситуацию, не ставить себя. Тем более, если это известно, если существует какая-то практика, опыт людей и тому подобное.
Мгм. Также говоря о принуждениях, это очень актуально в нынешнее время, когда Крым под оккупацией, крымских татар сажают, задерживают по надуманным причинам. И является ли это принуждением к чему-либо, чтобы они совершили? Потому что мы знаем, скорее всего, власть хочет их лояльности, но крымские татары, как Бойсун, Маган, и не подчиняются, возможно, поэтому является ли это принуждением? Как мы упомянули ранее, в самом начале, если человеку угрожают тем, что его лишат свободы, но нет угрозы его жизни, нет угрозы его имуществу, то это не полное, так называемое, принуждение. Это важно понимать, поскольку отсюда будут вытекать дальнейшие законоположения относительно того, как следует себя вести. Это является принуждением, но оно не является Не полным. несет опасности жизни. Да, не является полным. Почему? Потому что человек остается жить, он существует. Да, это испытание, лишение свободы. У него, получается, лишают его доброй воли или желания, риза так называемый, но не лишают его выбора, ихтияр. То есть у него выбор все равно остается. Поэтому это является неполным принуждением. Если же тему эту продолжим, бывают случаи, когда говорят людям: признаешь свою вину, мы тебя там выпустим из тяжелой, ты признаешь вину, ты не сядешь в тюрьму, или там ты оклеветаешь кого-то, мы тебя выпустим. В этом случае как человек должен поступать и что он должен держать в первую очередь у себя в уме? Это же опять мы коснулись непосредственно последствий, да? То есть мы упомянули только две категории, и ранее упомянули в начале передачи, сразу когда я отвечал на ваш вопрос, относительно того, можно ли убивать. Вот третья категория – это когда в основе поступок он запрещен, и именно касается принесения вреда, ущерба другим людям, то тут не может быть оправдания принуждением. Оно само по себе не будет являться принуждением. Поэтому то есть все будет зависеть от того, о чем идет речь. То есть вообще, чтобы понимали телезрители, то есть все, что мы сейчас говорим, это все основные законоположения, так называемые. Основные законоположения, они не являются фетвами, так называемыми. Потому что законоположение, хукм в исламе, он общий. Да? Это то, что неизменно, то есть теория. Теория, которая изучена исламскими учеными, она определенным образом классифицирована, разложена по полочкам, установлены критерии, условия, определения и тому подобное. А есть фетва. Да? Фетва – это уже непосредственно конкретное решение с привязкой ко времени и к месту. И она выдается муфтием, исламскими учеными. То есть в результате дотошного анализа той или иной ситуации. Поэтому все, что я сейчас говорю, это не есть определенная фетва, это есть законоположения, которыми надо руководствоваться. Да. Так вот, если речь идет лично о самом человеке, да, например, его принуждают признать вину в каком-то поступке, который касается его лично, только его лично, то это один случай. Если речь идет о митинге, например, да, то есть о массовом каком-то мероприятии, где признание его вины, то есть то, что он признается, так, по принуждению, оно отразится на судьбе остальных людей, 5-10, неважно. Еще более страшно, если это будет касаться всего народа в целом, то это совершенно другая ситуация. То есть в первом случае ему можно, во втором случае очевидно, что нельзя. Приблизительно вот так. А если же говорить о принуждении, когда человека принуждают совершить какие-либо действия против своего же брата, но когда у него там семья находится в заложниках, или же его как бы угрожают там убить, или же там расправиться с ним, что в этом случае нужно сделать?
Когда под угрозой находится уже семья или его жизнь лично, а ему говорят, ты должен там ликвидировать кого-то, убить кого-то, это тоже будет мусульманин, например. Что он должен в этом случае сделать? Однозначно этого делать нельзя. То есть это, в принципе, то, о чем мы сейчас только что говорили. Однозначно этого делать нельзя. То есть если это не касается лично самого человека, и тем более его принуждают причинить вред другим людям, да, чего нет у него права никакого на это. Не дано права на это. А семья находится в заложниках и обещают убить, если он не совершит какое-либо Даже действие. если семья находится в заложниках. Даже если семья находится в заложниках. И что вы посоветовали мусульманам, которые сейчас находятся в Крыму, которые находятся под притеснениями, что им делать, как им поступать в этих случаях? Я понимаю, что сидя здесь, в Киеве, рассуждать на эти темы, как многие могут сказать и скажут, в принципе, совершенно справедливо, на эти темы легко. Но надо осознавать, что мы встали на путь борьбы. Да. Эта борьба, которая обрушилась на нас, является испытанием, очередным испытанием от Аллаха Субхану ва Тааля. Важно жить исламом во всех сферах. То есть я призываю в первую очередь себя и всех остальных. Это прежде всего, конечно же, касается соблюдающих мусульман. Да. И сегодня, да, может быть, попали под принуждение ряд человек. Но если они пойдут на уступки, если эти люди пойдут на сговоры, на сделки так называемые, с властью, то это не означает, что все на этом закончится. То есть нет, это означает то, что мы на самом деле пойдем на уступки, и от этого наш народ в целом дальше будет страдать. Потому что если говорить о деле 26 февраля, о митинге, то даже если за счет уступок, там, за счет признания вины 5 человек, если они согласились и подписали, то, как подчеркнул, в принципе, и Николай Полозов в своем интервью, то на самом деле это влечет за собой дальнейшие последствия. То есть эти люди должны понимать об этих последствиях. То есть вот эти последствия важны. Даже в свете исламского права, шариата. То есть они должны взвешивать. И если все взвешивать, то здесь вывод очевидный, что идти на такие вещи нельзя. Потому что сегодня может быть кто-то один, завтра может быть совершенно другой. Это была программа «Истикамет». Мы сегодня с нашим гостем, муфтием Крыма Айдербеем Рустемовым говорили про принуждение и о том, как в случае принуждения мусульманин должен поступать. Мы встретимся с вами ровно через неделю в это же время. Оставайтесь на АТРе. Увидимся.